Добрый вечер, дорогие друзья! Саш, ты успел попробовать перепечь? Да, я много разных вкусностей попробовал на презентации удмуртской кухни от национальной гостиной. Но и сейчас нас ждут не менее приятные вкусовые ощущения, я так понимаю? Именно так. Ведь мы сейчас представляем сольный концерт одной из самых утонченных музыкальных групп Удмуртии – Тылобурдо – «Птица». Птица – один из самых сольных тотемов, сильных тотемов древней Финно-Угории. Наверное, поэтому удмурты часто называют своих детей птенцами, цыплятками, голубками. Да, и участники группы определяют направление своего творчества как развитие этнической и авторской традиции в условиях мегаполиса. Обо всем остальном они расскажут вам сами. Бессменный руководитель коллектива Марина Санникова. Участники коллектива: Ирина Рогалева, Ульяна Каратаева, Елена Крикнина, Глеб Ислентьев. Группа Тылобурдо на днях удмуртской культуры Пермская ветвь. Наслаждайтесь! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно вас видеть в этом зале. Я надеюсь, что сегодняшняя наша с вами встреча принесет вам радостные минуты. Нам здесь уже хорошо, потому что у вас прекраснейшее место, где вы живете, замечательнейшая природа и люди прекрасные. И зал этот очень хороший. Вот. Ну и фестиваль, я думаю, для вас это тоже такой подарок, как и для нас тоже подарок, что мы вот наконец-то встретились с вами здесь. Мы в гостях у наших братьев, у Коми Пермяков. Птица Тылобурдо с 98-го года занимается музыкой, и где-то с начала 2000-х нас привело к фольклору удмуртскому, а именно к жанру крещ. Крещ – это небольшой напев на припевные слова. Это самый-самый древний жанр песенный, который родился на нашей земле. Он сродни юйкам. Этот жанр очень импровизационный. Ведь что такое вообще музыка, что такое пение? Наверное, музыка, она родилась у людей древних, когда они собирались вместе, то есть это было что-то такое подобное какому-то отдохновению или какой-то связи друг с другом, чтобы почувствовать ритм и голос как связь между друг другом и связь с природой, связь с тонким миром, связь с высшими силами. Изначально, конечно же, музыка — это ритуальная история, да? Это ритуал, а ритуал тоже. Что такое ритуал? Это объединение. Объединение и связь. Так вот, крижи как раз это оно самое и есть. В этих напевах небольшие, может быть, какие-то есть слова, которые говорят о том, в каком жанре, вернее, в какое время исполнялся этот крещ и в каких обрядах он исполнялся, при каких обстоятельствах. А в основном это припевные слова и звукоподражание. Жильер, журча, жолькань, журча, жингр, звеня. В основном крежи пели женщины. Вообще у нас очень женская такая энергия развита, сильная очень в Удмуртии. И, конечно же, пели, как и у вас на земле, также и у нас пели на протяжении всей жизни изначально, начиная от рождения, шли нунышуа. Да, у нас есть свадьба. Свадьба, например, 3 свадьбы, да, когда он рождается, но он еще, когда выходит замуж или женится. И следующая еще свадьба, да, когда уже идут поминовения. То есть человек женится с вечностью. Вот. От жизни до смерти. Вот наше выступление называется «Золотые круги». Вот это те самые круги и есть. То есть круг цикла жизни человека, календарный круг. Круг наш с вами как братских народов одной языковой семьи, близких народов.
круг наших духовных, наших близких по духу людей, круг наших родственников. Вот золотые круги, по этим кругам мы сегодня с вами прогуляемся. И начнем мы наше выступление с креча, который называется Марко Крещ, мы его так всегда называли. Это бессермянский крещ, небольшой, маленький такой народец на севере Удмуртии. И записала его Мария Карепанова, наша участница, и мы всегда его исполняли, Марко Крещ. А тут нам звонит из Сталина в прошлом году и говорит: Марин, так ведь вот сегодня немножко иначе, это не Марко Крещ. Это гостевой крещ, также, да, гостевой, то есть вот мы с вами сейчас встретились, вы к нам в гости пришли, мы к вам, но называется он Москва Крещ. Я говорю: почему Москва? При чем тут Москва? Она говорит: а потому что вот один из жителей деревни, Юнда, уехал в Москву, и вот там они собирались, и вот такой крещ у них вышел. И как-то вот он вдруг осел, и как-то вот он стал быть. Называли его Москва Крещ. А я подумала, раз мы в Кудымкаре поем, может быть, это будет Кудымкар Крещ у нас сейчас. Итак, гостевой Кудымкар Крещ. Годы, годы, шоевано, жили ревен шуйно, жили ревен верало дайвало, жили ревен давало. Годы, годы, шуйвано, жили ревен шуйно, жили ревен верало дайвало, жили ревен давало. Как же вы приехали? Хорошо ли доехали? С Верховьев в Чепцы или с Низовьев? Уважая или не уважая нас прибыли? Если уважая, то будете есть пить, а не уважая, не будете угощаться. Давайте, кумовья, собирайтесь! Один общий напев споем! и Куно Памятан мать из деревни Качкашур. А сейчас мы бы хотели немножечко отойти от кругов, так скажем, наших родных и немножко затронуть круги календарные. И вот сейчас мы исполним напев, который исполнялся в обряде проводы воды. Это тоже в основном на севере Удмуртии такой обряд. Когда ломался лед на реках, когда он шел, люди встречались с деревни, приходили на берег реки, молились,
выливали, например, кумышку в реку, брали с собой, конечно же, что-то выпить, что-то перекусить. Сначала они моления исполняли, потом они рассаживались на берегу реки, ели, пили, а потом уже начинали петь и даже танцевать. А изначально они даже плакали. То есть вот и через слезы, вот это отпускание зимы и приглашение нового сезона, весны, солнца. Ну вот и сейчас мы попытаемся для вас исполнить такой интересный очень напев, который исполнялся во время обряда проводы льда или проводы воды. Мой Вукужо, отправляйся уже. С хорошими думами уходи, уж не оставляй плохое. Напев свой споем, да скажем, да заплачем от печали. С добром Инмар оставь нас, не сердись, говорю я. Журчит и льется все время, а это только вода бежит, бьется о берег, обниму задевает. Листва с деревьев на воду падает, кружась, куда-то плывет. Да журчит, льется, скажем, отзывается, что понимает.
жизни человека. Очень важная, конечно же, часть времени занимала у мужчин солдатская служба. Ну и у женщин тоже, когда мужчины уходили в солдаты. И вот сейчас мы вам исполним для даже сравнения. Удмуртский крещ, проводы солдаты, да, рекрутский крещ, который женщины пели, провожая солдат, и бессермянский. Вы увидите, насколько разные эти народы по своему характеру, по своему темпераменту. Вот насколько многообразна, в общем, наша, скажем, земля, да? И сейчас Эхбен Кырджалон, Жильер, Жоркаль. Вы опять услышите, насколько вот это пение, да, оно как бы воспринимается как журчание. Жильер — это журчание. Журча, звеня, скажешь ли. Эх, Бен, эх, да споем, да только скажешь ли, звеня, журча было ли. Споемте, скажемте, сын мой в солдаты идет. Эх, Бен, кричал, бегинено, ай, Солдатский крещ «Солдат Гуло», записанный в деревне Качкашур нашим фольклористом Мариной Ходыревой, а сейчас Жангергине, тоже бессермянский, солдатский крещ, записанный Марией Карепановой в селе Юнда. Путь воина нитью вейся, свернись клубочком ладони. И опять от круга цикла человеческой жизни к кругам
календарным. Сейчас мы исполним для вас напев, который пелся в Эйчгур на территории Удмуртии в Петров день, 12 июля приурачивался. И вы знаете, у нас еще вот новая такая тема появилась, очень бы хотелось ее копнуть глубже, тема рода. Дело в том, что на территории Удмуртии вот в 80-е годы насчитывалось там до 100 родов, то есть еще остатки вот этого родоплеменного строя сохранились. И люди, удмурты, знают, к какому роду они принадлежат, какой у них тотем, какой у них главный варшут. И мало того, напевы одного рода по своим интонационным и ритмическим вот таким вот как бы составляющим отличаются от другого. То есть вот эти ритмические интонационные маленькие ключи, как такие музыкальные варшуты, музыкальное воплощение варшуда можно расценивать. И вот родов у нас много, но напевов вот от различных родов не так уж много. Вот мы насчитали пока, наверное, у нас в работе от 4 родов из всего возможного. Да? И вот сейчас род Чудзя. Этот род был на территории Ижевска. То есть вот его как бы большая часть удмуртов, которые проживают на территории Ижевска, относились как раз к роду Чудзя. И вот Чудзя был, род Чудзя, Эйчгур на Петров день. Айдок, айдок, сказать кто-то не может, не могут в честь моления, рассказывая петь. Из года в год приходящий праздник Петров день давай взвеселим. Пчелиная матка, словно споем. Прозвеним, пчелиная матка, словно. В год раз приходящий Петров день взвеселим.
И сейчас мы идем дальше, может быть, даже и соединяем два круга. Конечно, они нераздельны. И календарь туда, и в то же время цикл жизни человека. Сейчас мы исполним «Воричком крещ». Это крещ, который пели девушки во время рукоделия. Это было в основном уже где-то поздней осенью или зимой. И хочется представить такую картинку, как они это делали, как они работали над этими ткацкими станками, как, может быть, потрескивал огонь в печи, как, может быть, где-то сверчок за печкой, а за окном вьюга. Ну вот, «Воричком крещ». Выдку скатертью дорогу путнику к родному крыльцу приведу. пора свадеб. И сейчас мы исполним два напева, которые исполняли в основном родня жениха. Нет, один напев. Один напев, который исполняли родня жениха в деревне Нижняя Кузьма. Записала этот напев Марина Ходрева. Но почему я говорю из два? А потому что в нашей этой обработке присутствует еще одна музыкальная тема, очень красивая, одного очень уважаемого нами и в мире прекрасного джазового композитора и пианиста Андрея Кондакова. Эта тема называется «Заброшенный парк». И вот как-то вот она тайным образом, странными путями соединилась с крежем, свадебным крежем напева родни жениха из деревни Нижняя Кузьма. Чего только не бывает в современном мире. Вот. Эх, да споем! Свадьба есть, свадьба есть, тёлка есть, тёлка есть. Шудела, шудела, бешудела, чуанва, бирайно, е пишу висаяла, кайто ишу висаебина. Годере, бирайно, айдой пейдинено, е пишу висаерало, майдой бирайвал, эбичуевал. Годере, бирайно, айдой пейдинено, е пишу висаерало, чуанвань, кулянвань, кулянвань.
вам песни русские, но записанные на территории Удмуртии. И вот сейчас прозвучит песня, которая называется «Рай, мой рай». Песня про рай. Записала ее Марина Ходрева в деревне Корсовай. Пелась она, «Рай, мой рай» из деревни Корсовай. Пелась она на свадьбу, когда девушку провожали, невесту провожали из родного дома. Ну вот, про какой рай поется там и что это за рай, у каждого рай свой. У нас получился какой-то немножко, наверное, хулиганский. Ну уж как вот получилось, так получилось. Ну, сядь. для вашего внимания мы представим песню, которая дала, в общем-то, название сегодняшней программе. Тоже песня русская народная, записана она, сейчас скажу, в селе Шарпа, и записала ее тоже известный наш замечательный фольклорист, по-моему, Елена Старкова. Могу перепутать. Ну ладно, потом выложим в интернете, напишем правильно. Итак, песня пелась в святке, называется она «Ой, в округе, в округе». И, на мой взгляд, в этой песне, казалось бы, на первый взгляд, там все просто, ну, такая игра, а с другой стороны, мне кажется, там сакральный смысл глубокий сокрыт. И, может быть, кто-нибудь с этим согласится. Ну вот, «Ой, в округе», песня, которая пелась в святке.
Ну и близимся к завершению, и все-таки не хотим обойти моменты еще соприкосновения с кругом братской языковой семьи. И мы включили в нашу программу несколько песен братских нам народов. Вот сейчас карельская песня прозвучит, называется она «Вэйю» или переводится как «Черные птицы». Что же братец мне принесет? Что другой принесет? Что третий принесет? Птицу хоть принесет. Уложила спать я птицу и сама легла. Встала, не помнит меня птица, не помнит меня черная птица. Плачу и иду искать, пригорки качаются. Пошла на луг, мой братец косит траву. Не видел ли мою птицу? Ее крыло коснулось неба, другим крылом море разворотило. Плачу и иду искать, иду причитая. Не
музыкальный такой дар, финская колыбельная, которая исполнялась в мультфильме «Колыбельные мира», по-моему, да? Там она была. Вот. Ну и мы немножечко ее по-другому сейчас поем. Колыбельная песня. Спи, усни, птичка луговая, утомись, утомись, малышка. Детку Бог баюкает чутко, Божья мать, храни малютку. Ангелок, закрой ей глазки, пусть спит сладко до утра. Тихонечко мы и завершаем наш круг, наш золотой круг нашего выступления у вас здесь. Мы пришли к завершению, и в конце мы бы хотели исполнить Чуан Крещ, свадебный крещ. Вот здесь у нас прозвучат два свадебных напева родни жениха, один из них из деревни Тукбулатова, другой из деревни Бабина. Сначала Бабина, потом Тукбулатова. Они разные по своим эмоциям. Один такой веселый, радостный, а другой напевный, очень красивый. И вот мы их как-то у нас сочетаются в одном месте, в одно время. Венчальный колокол озаряет звоном жизни. Полдень жизни. Полдень жизни. Шван, кричало, шван, шван, кричало, шван, свадьба, кричало, кричало. Швачем кричало, живлеже, мирале, чуечко, живеле, го,
Дона Йоркес, прекрасная, утонченная, просто нежная группа Тылобурдо. Давайте еще раз познакомимся с ними. Марина Санникова, Ирина Рогарева, Ульяна Каратаева, Елена Крепкина и Глеб Ислентьев. Спасибо вам большое. Спасибо дружескому идею «Аркад». Спасибо организаторам этого прекрасного, замечательного мероприятия, фестиваля, этих концертов, мастер-классов. Огромное спасибо вам за душевный отклик. Спасибо. Мы очень рады. Ну, давайте мы немножечко еще одну песенку споем, нам «Вспоминая лето». «Вспоминая лето». Бонус. Да, небольшой бонус. Не удмуртская. Это не удмуртская и не финская, и никакая не авторская песня. Современная народная песня. Сегодня Автор, просто который такая Дмитрий замечательная погода солнечная, такая прям летняя, бабье лето. И в честь этого бабьего лета мы решили вам исполнить еще одну песню, которая пусть не будет прощание с летом, но воспоминания. Светило солнце и веселило города, шумело море, сверкали кальки на песке, и этот шум молчался навсегда, что жили на воле, на свободе. Мы пели песни под те знакомые чаши, мощеных улиц, и надавали голоса из нашей жизни всего по 2 часа останется на воле, на свободе. Я замолкаю, считаю звезды в небесах, я различаю каждый камень под водой. Я запускаю рыбку в космос, жить на воле, на свободе. Скупая в овациях красных гостей, друзей, наших братьев и сестер из Удмуртии, группа Тылобурдо. Спасибо. Мы надеемся до новых встреч. Тылобурдо приехали Будьте здоровы. в рамках проекта «Мир родственных народов». Проект реализуется Центром поддержки культурных и социальных проектов «Арткад». Время создавать. На средства гранта Российского фонда культуры, представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Дорогие гости, мы ждем вас завтра на выставках, мастер-классах, концерте Катерины Кинжали, проекта «Постдукис» и на финальном концерте Государственного Удмуртского театра песни и танца «Айкай». Адичный дождь!